Еврорадио.ФМ. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна і слухаць, і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. У траўні 2019 года спаўняецца 10 гадоў ініцыятыве «Усходняе партнёрства». Ці дасягнула мэты гэтая ініцыятыва, і ці ўсе краіны-партнёры атрымалі ад гэтай ініцыятывы ўсё тое, што яны хацелі, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. А гэта дарадца прэзідэнта Арменіі, дырэктар Міжнароднага цэнтра чалавечага развіцця Тыван Пагасян і былы палітычны дарадца былога прэм'ер-міністра Молдовы, директор Института стратегических инициатив Владислав Кульминский. Здравствуйте, уважаемые гости. Очень рад вас сегодня всех видеть у нас в студии. 10 лет программы «Восточное партнерство». Вопрос к обоим. Когда она начиналась, эта программа, вы вообще думали, что она проживет эти 10 лет? Не только думали, а даже участвовали в этот день. Я помню, я был в Праге, и идея состояла в том, что мы получаем большой пакет реформ для своей страны, как институциональные преобразования, которые помогли нам более наладить работу государственной машины, продвигать те ценности, которые нам будут интересны, воспользоваться именно идеями того, что можно будет в таких областях, как наука, в таких областях, как культурная, какие-то обмены, как торговля, бизнес, то есть получать то, что твое производство будет, например, намного качественным, и, возможно, будет его в европейских рынках просто продавать. Да? То есть идея именно состояла в том, что это будет пакет реформ для развития страны. Правда, на полпути произошли некоторые изменения, когда он превратился в, так сказать, геостратегическое противостояние, или реформный пакет получился геополитическим. Но я рад тому, что после некоторого прохождения и выборов в Европейском Союзе пришли туда совсем другие люди, которые уже решили пересмотреть, и после пересмотра уже с каждой страной шли переговоры на пакеты, которые были бы индивидуальны, и каждая страна могла спокойно подписать. Вот это случай с Арменией, да, когда понимаю, что хотя мы переговорили, и ассоциационный документ был уже готов, но ситуация изменилась так, что не из-за наших, таких сказать, предложений. Всегда в Армении говорили: задавайте делать и, а не или. Подход, ну, в конце концов, получилось, и вот в конце 2017 года мы подписали свой отдельный документ, и сейчас уже проходят переговоры насчет конкретных действий. Надеюсь, что в скором времени начнется. Понятно, что программа, которая имеет адаптивный момент, ну, вот такую природу, она может всегда прожить и ходить с изменениями времени и ситуации. То есть именно такое необходимо было с самого начала делать. Ну, с самого начала получили типа один размер на всех, который было понятно, что не пройдет. Кстати, я думаю, еще один важный момент есть, что и в Европе начали понимать, что каждая из этих стран имеет свои определенности, свои проблемы, свои главные вопросы, и каждой стране надо подходить не только с восприятия культуры как национальной культуры, а также культуры государственного управления, культуры, которые эти пакеты будут адаптивными, брать все вопросы, а не просто приводить один документ и говорить: вот это вам и все. Господин Кульминский, насколько я вот помню, для Молдовы и Украины шанс
вот Восточное партнерство было шансом стать членом Европейского Союза. Ну, как, по крайней мере, такие планы были. Не стало ли по результату вот этих 10 лет эта программа разочарованием? Потому что как бы вот о членстве разговора уже и не идет. Ну, конечно, разочарованием она не стала, но я напомню, во-первых, что программа Восточного партнерства была предложена 6 странам постсоветского пространства. При этом 3 из них, Молдова, Украина и Грузия, ставили перед собой задачу в рамках этой программы подготовиться институционально и экономически к последующему возможному вступлению в Европейский Союз. Другие 3 страны, Армения, Азербайджан и Беларусь, которые входили в программу Восточное партнерство, перед собой такой задачи не ставили. Им было интересно больше сотрудничества с Европейским Союзом, доступ на европейские рынки, инвестиции, в том числе и со стороны Европейского Союза, и многие другие вопросы. Значит, эта задача была очень амбициозной. Она вернее, задача для Украины, Грузии и Молдовы по вопросу вступления в Европейский Союз, она, конечно, была амбициозной, она никогда в программе Восточного партнерства прямо не прописывалась. То есть вы нигде в этой программе и даже в официальных выступлениях должностных лиц, и даже в выступлениях министров иностранных дел господина Бильда и господина Сикорского, которые в 2009 году Швеция и Польша эту программу разработали и предложили, вы нигде не найдете упоминания о том, что эта программа является некой такой дорожной картой для вступления в Европейский Союз. Хотя, конечно, надо признаться, что в рамках разговоров с европейскими должностными лицами такого рода вопросы ставились, и, в общем-то, определенные, я не хочу сказать гарантии, но определенные надежды на то, что так произойдет, были. По итогам 10 лет, ну что сказать, конечно же, и Молдова, и Украина, и Грузия подписали договор об ассоциации с Европейским Союзом. Этот договор состоит из 2 частей, из политической части, где эти страны берут на себя обязательство провести глубокие внутренние реформы, привести в соответствие свою структуру институтов с европейскими нормами и стандартами. И с экономической части, то есть эти 3 страны получают право и возможность беспошлинной торговли с Европейским Союзом в рамках договора об углубленной торговле с ЕС. Но, конечно же, о вступлении этих стран в Европейский Союз сейчас речи не идет. Отчасти это происходит и потому, что, в общем-то, все постсоветское пространство, за исключением прибалтийских государств, оно стало ареной геополитического противостояния, потому что Россия восприняла Восточное партнерство как некую попытку Запада войти в ее традиционную сферу влияния, закрепиться в ней и тем самым Россию оттуда выдавить. И вот такое восприятие, оно, знаете, как оно привело к определенной игре с нулевой суммой, да, где любые успехи, значит, в осуществлении этой программы Восточного партнерства со стороны самих этих стран воспринимались как угроза в России. И наоборот, попытки России, значит, каким-то образом предотвратить сближение этих стран с Европейским Союзом воспринимались самими этими странами как попытки России ограничить их суверенитет и не дать им возможности проводить самостоятельную политику. К огромному сожалению, вот это геополитическое противостояние сегодня является определяющим. То есть оно, по сути, нарастает. И сейчас во всем этом постсоветском пространстве, давайте назовем его так, за исключением прибалтийских стран, именно это геополитическое противостояние, игра с нулевой суммой, собственно говоря, и определяет происходящие события. Это, кстати, касается в равной степени и Белоруссии, и Армении, и Азербайджана, и Грузии, и Украины, и Молдовы. То есть сейчас правил игры, каких бы то ни было, здесь нет. Их предстоит еще выработать, потому что когда-то они существовали, сейчас здесь все находится в таком очень и очень хаотичном состоянии. Господин Богатян, а вот вы согласитесь с тем, что сказал господин Кульминский по поводу того, что все наши 6 стран-партнеров, проводя какие-то реформы или сближения по программе Восточного партнерства с Европейским Союзом, оглядываются на то, как на это посмотрит Россия? В Беларуси, да, оглядываются и очень ограничивают себя в своих шагах. А вот в Армении? Смотрите, во-первых, у каждой страны, как я сказал, есть определенные свои нюансы и совсем другие вопросы по безопасности. Есть страны, у которых нет конфликтов, есть страны, у которых есть конфликты. Никто не думал, что в Украине будет что-то такое.
Да? Теперь вот вам вопрос, оглядываются, не оглядываются, знать, не знать. Наш конфликт был давно, уже 100 лет, да, в арцахском конфликте, если так брать. Естественно, мы и тогда всегда смотрели и координировали свою политику. Мы уже тогда были членами ОДКБ. Поэтому, говорю, когда мы представляли, что нам говорили, да, это будет пакет, представленный вам, который будет помогать реформировать ваши внутренние институты, мы можем спокойно брать на себя такое. Согласиться с такой постановкой? Да, никто не представлял Восточное партнерство как геополитический проект. Все говорили, что это это реформа. Кстати, он исходил из политики ЕМП, да, вот европейская политика соседства. То есть это мы сначала все стали участниками ЕМП в 2004 году, а потом уже... Политика соседства включала в себя в том числе и африканские страны, то есть там не было дифференциации. Вы думаете, откуда это Восточное партнерство слово пришло? Все эти африканские страны потом получили Южное партнерство, да, программу. Да, и вообще, если брать, по слухам говорить, иногда это приходит к правде, но и политика ЕМП, она исходила из одного документа, который назывался документом безопасности и обороны Европейского Союза. То есть самое первое начинание, что давайте вот проводить какую-то такую политику, где у нас соседи будут предсказуемые, нормальные. Буферная зона такая. Будет буферная зона, и это понятно, это каждая страна себе, или каждое политическое явление всегда желает или мечтает жить в мире. Не всегда это получается, да, то есть если берем основу. Вообще были разговоры, что Восточное партнерство, то есть никогда идея не исходила предлагать 6 странам. Эта идея исходила от того, чтобы предложить именно России. Когда Россия отказалась, надо было что-то с этим делать. И тогда Франция быстро начала развивать идею Южного партнерства, а президентство переходило уже к нашим соседям, да, в Польшу. И Швеция тогда была. Германия отказалась тогда в это брать, потому что ей только Россия была интересна как таковая. И получилась шведско-польская инициатива. Надо было с этой программой что делать? Это и также влияние иметь свою зону безопасности. Если Франция думает о себе, почему другие члены EU не будут думать о себе? Это также до сих пор проводится, когда обычно, когда президентство в Европейском Союзе у прямых соседей Белоруссии, Украины, Молдавии, да, вот в этом регионе, то и Восточное партнерство обязательно всегда упоминается во всех программах Европейского Союза. Если нет, может быть, даже не будет упоминаться. То есть с этой точки зрения было понятно. И каждая страна прошла свою дорогу. И почему Армения отказалась? Я как говорю, мы же были 4-й страной, которая начала говорить, когда до этого нам говорили, да, не беспокойтесь, это только пакет реформ. Мы это проводили. Но когда мы поняли, что невозможно потом проводить политику ИИ, а мы всегда были либо комплементарную политику проводили, либо политику многовекторную, потому что наша безопасность и наша география совсем другая. Для Беларуси, Украины и Молдовы, может быть, на европейском континенте другие вопросы стоят, а вы наших соседей представьте, да? То есть у нас Иран, у которого есть большие проблемы с самой Америкой, не все. Турция, которая из-за непризнания геноцида и всего остального держит свою границу закрытой. С другой стороны, Азербайджан, Нагорно-Карабахская республика, и вся эта граница тоже закрыта. И Грузия остается одна как бы открытая граница. И поэтому мы всегда должны уметь вот правильно проводить внешнюю политику, и поэтому мы всегда должны обсуждать не только со своими соседями, но и с самой главной страной, которая обеспечивает или является гарантом безопасности Армении. Мы прервемся на небольшую паузу. Короткий выпуск новостей на Єврорадіо. Я нагадаю, що це сумісний стрим Єврорадіо і Є-промови. Змітер Лукашук працює у студії. Вернемся праз хвилину. Єврорадіо. Новини – наша справа.
Вітаю ў студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі. Нараўлянскі спецлесгаз схаваў у лесе ажно 900 тонн смецця. Камітэт дзяржкантролю выявіў гэта праз 2 гады. У 2017-м пры рамонце адміністрацыйнага будынку вярбовіцкага лясніцтва ў лясгасе ўтварыліся адкіды ад зносу старых будынкаў. Будаўнічага смецця якраз і набралася 900 тонн. Кіраўніцтва спецлясгазу вырашыла зэканоміць на утылізацыі і вывезла смецце ў лес ля вёскі Грушаўка. Дзяржкантроль выявіў гэтае парушэнне у траўні 2019-го і працягвае сваю праверку. Беларусь пакуль афіцыйна не запрошаная на перапахаванне Кастуся Каліноўскага, аднак перамовы вядуцца. Пра гэта гаворыцца ў адказе за подпісам міністра ўнутраных справаў Владзіміра Макея на запыт дэпутаткі Палаты прадстаўнікоў Алены Анісім. Тэкст ліста дэпутатка апублікавала ў сваім фэйсбуку. Я нагадаю, што перапахаванне Кастуся Каліноўскага і іншых нацыянальных герояў паўстання 1863-64 гадоў Вільні запланаванае на гэтую восень. За правіны указам Александра Лукашэнкі ад 31 траўня звольненыя з пасады двое суддзяў. Старшыня суда партызанскага раёна сталіцы Тацяна Чаркас і старшыня суда Свіслацкага раёна Гродзенскай вобласці Александр Шылін. У 2011-м пасля судоў за плошчу 2010-го Чаркас была ўнесеная ў чорныя спісы Еўрасаюза. У прыватнасці менавіта яна дала 4 гады пазбаўлення волі вядомаму апазіцыйнаму актывісту Александру Атрушчэнкаву. У нашай краіне чакаецца спёка прынамсі ў бліжэйшыя 5 дзён. У сераду да плюс 28, а ў чацвер ужо да плюс 30. І ўсё гэта пераважна без дажджоў ды навальніц. Еврорадио.FM. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І я нагадаю, што ў мяне ў гасцях дарадца прэзідэнта Арменіі, дырэктар міжнароднага цэнтра чалавечага развіцця Тыван Пагасян і былы палітычны дарадца прэм'ер-міністра Малдовы, дырэктар Інстытута стратэгічных ініцыятыў Уладзіслаў Кульмінскі. Абмяркоўваем дзесяцігоддзе программы «Усходнее партнерство». Господин Кульминский, когда немножко такое разочарование от Восточного партнерства наступило, не было ли таких мыслей в обществе, в правительстве о том, что вот мы тут взялись исполнять пакет реформ, которые нам предложили по программе «Восточное партнерство», исполнили, много чего сделали, а результат обещанный не приходит. Может, зря мы вообще в это ввязывались? Вот таких мыслей не было? Ну, во-первых, коллега очень правильно заметил, что у каждой из стран Восточного партнерства были совершенно разные задачи, разные геополитические обстоятельства, соответственно, и разная политика по отношению к Восточному партнерству. Понятно, что в ситуации с Арменией, когда стало понятно, что подписание договора об ассоциации может привести к определенным трениям между Западом и Востоком, и что произойдет это непосредственно в самой Армении, понятно, что такого себе с точки зрения безопасности, с точки зрения политики безопасности страна позволить не могла. Соответственно, было принято решение не подписывать этот договор. Но вот вы очень точно сказали, что в случае с Молдовой, думаю, отчасти с Украиной и с Грузией, одной из основных задач, на самом деле, подписания договора об ассоциации и вообще участия в Восточном партнерстве было проведение внутренних институциональных реформ. Я скажу вам на примере Республики Молдова, страна действительно нуждается в создании совершенно другой системы институтов, потому что то, что у нас осталось от Советского Союза в плане министерств и ведомств, оно уже больше не функционирует. Оно, если хотите, исчерпало свой срок полезной службы и нуждается в замене. И вот Восточное партнерство это было очень такой хорошей, казалось бы, возможностью вот такую и замену этих институтов провести, создать нечто функциональное, что работало бы для людей, что открывало бы экономические возможности, что давало бы возможность предпринимателям зарабатывать, да, но создавало бы такую, давало бы возможность Молдове перейти от плановой экономики социалистического времени к капиталистической экономике, современному рынку и стать частью европейского пространства. Вы очень правильно заметили, что разочарование наступило и наступило очень серьезно. Сегодня лишь только 7-8% населения страны доверяет институтам государства. Разочарование в политиках, разочарование в политическом классе. Но я не думаю, что винить в этом стоит Восточное партнерство или Европейский Союз, потому что Европейский Союз предложил модель. Это, знаете, как приходит к вам, допустим, домой
мастер, например, там по ремонту холодильников, да, выкладывает перед вами набор инструментов и говорит, вот нужно чинить холодильник вот этими инструментами. И вы говорите, нет, 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 давай-ка мы возьмем монтировку и будем чинить холодильник монтировкой, потому что мы знаем лучше, как это делать. И, по сути, это элиты стран провалили эти институциональные реформы, не Европейский Союз. То есть сказать, что Европейский Союз что-то навязывал, я не могу, потому что именно от элит этой страны, от их ответственности, от того, насколько они серьезны были в проведении реформ, зависел окончательный результат и окончательный успех, либо неудача. К сожалению, это закончилось неудачей в нашем конкретном случае. И даже вот то финансирование, которое Европейский Союз предоставлял Республике Молдова, оно на самом деле оказалось во многих случаях шло во вред. Потому что тогда стимулы самим что-то делать и стимулы эффективно расходовать бюджетные средства просто устранялись, потому что Европейский Союз заваливал фактически страну деньгами, вот, и от этого на самом деле эффективность реформ не повышалась. Нам бы ваши сожалению, проблемы, снижалась. чтобы заваривали деньгами. Но от этого для граждан не они-то осталось ничего, чтобы всегда вы понимали. заваривают, а потом они еще и требуют эти деньги обратно. Это вопрос, но никто просто так деньги не выкладывает. Но я очень рад, что именно вот восприятие только что было, что наши политики очень много проваливали и не всегда это делали. Правильно, если возможность была реформировать. Вопросы были именно иногда те, когда, понятно, Европейский Союз приходит и говорит, вот пока такой закон не примите, мы на такое идти не будем. Или они всегда говорили more for more, да, сделайте больше, мы вам еще больше дадим. Чем больше реформ, нет тем или больше нет. денег. Я понимаю, что у нас должны быть также и прекрасные переговорщики, которые будут объяснять проблему твоей страны. Потому что там все-таки сидит бюрократ, да, который приходит и говорит, ну мне вот так написали, вот у меня по бумаге вот так, вот сделаешь это, начнем новую программу. Вот, почему я каждый раз возвращаюсь к понятию тому, что после выборов в Европейском Союзе в 2015 году все начало меняться. И тогда начало меняться именно восприятие того, что очень многие проблемы, которые там появились, и Европейский Союз думал, чем же еще пойти. Да? И, может быть, давайте пару тех законов, которые мы вам говорили, вы сейчас не принимаете, но мы пойдем на упрощение визового режима, или мы пойдем на свободу визовых режимов. То есть они пытались тоже, там тоже были политики, которые понимали, что с самого начала, может быть, были некоторые ошибки заложены к подходу или к политике, и они тоже пытаются адаптироваться. И вот поэтому, если любая политика с самого начала воспринимает, что ситуация меняется, я не знаю, каждый год что-то новое бывает, его надо рассматривать и адаптировать программу, то эта программа всегда будет жить. Не 10 лет, может быть, еще 20 лет. А многие проекты даже не начали сейчас говорить, давайте что-то делать быстро. Да, и актуальность этих реформ, она на повестке дня остается всегда. Всегда. Поэтому я говорю, то есть, что будешь делать первым, вторым, к этому должно проходить. И одной из больших проблем, когда вот именно коммуникация не с населением не идет, зачем мы это делаем. А просто приходят, говорят, вот нам заставили вот такой закон, парламент должен принимать. Причем те, кто его принимают, часто сами не понимают. Они тоже не понимают. И вот здесь надо проводить большую работу. Я вообще пожелал бы, чтобы следующий уроком, который будет, это будет коммуникация. Коммуникация именно со всеми, чтобы воспринимались, почему вот эти реформы могут помочь чему-то другому. Да, вот этой связи нет. Потому что если эта реформа не становится моей, как гражданина, я ее не воспринимаю, и тогда мне какая разница, какой у вас там проект? Что это мне даст в жизни? Почувствую ли я благосостояние? Увижу ли я что-то позитивное изменение? А для этого я должен воспринимать, почему вот эти нужны. И не Европейский Союз многие эти вопросы не думал, как коммуницировать. Не твои местные памяти. Была надежда, что вот Civil Society начнет что-то там делать. Но Civil Society сам, во-первых, должен все это через себя провести. Исследовательские институты должны все это под призму молдавских культурных связей институтов воспринимать. Да? То есть, если все эти реформы не будут проходить через молдавскую призму, они в Молдове не будут работать так, как правильно. То же самое, представьте, что-то где-то, может быть, сработало в Украине, что-то в Молдове, что-то в Грузии, и каждый раз пытаются сказать, вот делайте, как они. Но они-то другие.
У них Даже это более того, работает. тут очень интересная идея, потому что до тех пор, пока эти реформы не будут осуществляться и разрабатываться самими элитами этих государств, внешняя помощь будет неэффективна. Так все-таки разговор идет об элитах или о том, чтобы все люди наших стран как-то подключились к работе над исполнением каких-то программ. Вот сегодня было сказано о том, что из опрошенных 13% только вот в Беларуси знали вообще о том, что такая программа «Восточное партнерство» существует, и Беларусь в ней участвует. Вот как вы считаете, в ваших странах, вот насколько люди знают, что вот Молдова член Восточного партнерства, Армения член Восточного партнерства, и насколько действительно, чтобы делать какие-то реформы, предложенные по программе Восточного партнерства, нужно, чтобы люди это поддержали, обычные граждане, или достаточно элит политических, там, руководящих? Элиты должны избираться кем? Людьми. Значит, надо говорить с людьми. То есть, если даже у элиты есть свое видение, он должен это уметь проходить туда, потому что если, например, избирается политическая партия, выборы, вот мы говорим, все это должно помочь, чтобы мы стали более демократичными, более стабильными, более процветающими странами. Если мы говорим о слове демократия, значит, есть выборы. Если есть выборы, значит, есть предвыборная программа. Предвыборную программу пишут элиты. Вот если они туда написали что-то, потом не могут довести до народа или не делают это именно приводит к большим проблемам. И вот здесь все это находится. То есть невозможно сказать, это элиты должны делать или народ. В конце концов, страна будет эту реформу говорить, что она стала. Она реформа же момент какой-то, а после этого ты этим живешь. Он становится твоим социальным законом, и ты этим живешь. Живут-то люди. А видение предоставлять и общаться, и коммуницировать, естественно, должны делать элиты. И вот сегодня мы слышали, говорили, что вот, ратифицируют договора, которых даже, может быть, многие не читают. Почему? Потому что они большие. Или что-нибудь такое. Вот представьте, если такие люди там сидят, как они будут потом это проводить. Поэтому уже корень понятно, где будет проблема. И это постсоветский как бы синдром, он еще не полностью изжил себя в наших странах. Поэтому думать, что это все будет очень быстро, или вот раз пришли, подписали, на следующий день все будет хорошо, так не бывает никогда. И я думаю, что этот процесс мы должны проходить. По процессу можно чему-то учиться у других, посмотреть, как они там делали. Но содержание у каждой страны будет свое. Потому что там живут армяне со своими всеми особенностями, в другой стране живут молдавяне со своими особенностями, украинцы, грузины, азербайджанцы и белорусы. И если содержание будет тоже одно и то же, естественно, в каждом месте это не будет приносить тех же результатов. Да, но я еще раз хотел подчеркнуть, что восточное партнерство – это возможность. В первую очередь, возможность, которая открывается перед этими странами, но именно от самих этих стран зависит, в какой мере ты этой возможностью воспользуешься. Потому что, ну вот в случае, например, с Республикой Молдова у нас нет недостатка в понимании того, что такое восточное партнерство. Фактически все население страны хорошо себе это представляет, а есть большие проблемы с улучшением жизни граждан. То есть вот участие в восточном партнерстве, эти постоянные разговоры о реформах по европейскому образцу, и я замечу, что это были только разговоры, они не принесли никакого осязаемого улучшения для граждан страны. Наоборот, жизнь становилась хуже, зарплаты и пенсии не поспевали за инфляцией, за ростом цен, и граждане постоянно ощущали на себе ухудшение ситуации. Государственные институты работали все менее и менее профессионально, то есть они работали в интересах узкой группы людей. Поэтому неудивительно, конечно же, что и доверие, соответственно, к государственным институтам, и доверие вообще к реформам по европейской модели сошло на нет. Но опять же таки, виноват в этом не Европейский Союз, не потому что модель это неправильная, или не потому что они что-то делали там заранее, знаете, со злым умыслом. Нет, виноваты в этом именно руководство страны, которое не сумело осуществить этих реформ, а даже не то, чтобы не сумело, а просто не хотело этого делать. Потому что, знаете, в наших странах, к огромному сожалению, я думаю, что это общая ситуация для всех, когда люди приходят к власти, они фактически получают власть неограниченную. То есть они могут пользоваться всеми государственными институтами так, как им хочется. А многим хочется пользоваться их совсем не так, чтобы это приносило
выгоду или чтобы это приносило благосостояние людям. И в Молдове именно это и произошло. Люди пользуются государственными институтами в своих собственных целях, совершенно не задумываясь об общем благосостоянии, об общих целях. И поэтому неудивительно, что доверие к такого рода правительству в Республике Молдова сегодня находится на минимальном уровне. Но еще раз, в случае, если в стране появится другое правительство, а мы, кстати, видели, например, что события в Армении, которые произошли, когда люди просто сказали, что, вы знаете, ну все, мы не можем больше так жить, нам нужны перемены. Вот. И когда они инвестировали очень много надежд в новое руководство страны и фактически привели к власти новое руководство страны, мы видим, что в Украине эти процессы происходили тоже так лавинообразно. Вот. То я думаю, что и Республика Молдова тоже на очереди, потому что и там ситуация и положение дел таково, что люди дальше в этом состоянии жить не могут. То есть нужна элита, которую люди приведут к власти, которая будет заботиться об общем национальном интересе страны и о благосостоянии людей. И тогда, конечно, все пойдет на лад. Гарантия ли того, что вот как в Армении, например, произошло, пришли новые люди, тот же самый господин Пашинян, я с ним, кстати, разговаривал один раз, и говорил, какой же выбор европейский будет? Он говорит, нет, вот мы все-таки, вот как вы сказали, многовекторная политика. Знаете, вот здесь именно очень интересно, когда люди говорят, какой же выбор. В Армении есть один выбор, армянский. Это означает, мы должны сотрудничать или брать максимум с кого, откуда можно учиться. Да? Вот где учиться, как министерства должны правильно работать, как public service должен работать. Это лучше учиться в тех странах, где вот процветание уже доказано, их модель хорошо работает. А как свою безопасность обеспечивать, мы оттуда не будем. И вот именно поэтому, когда мне говорят какой-то выбор, это вопрос сам по себе как бы. У меня нет другого выбора, я же свою географию вам рассказал. Вот это мой только армянский выбор. И поэтому мы именно эту политику ввели, что и. Если есть возможность быть членом Евразийского экономического союза и иметь хороший договор с Европой, почему это не сделать? Вот это сделали. Другой вопрос, если мы будем говорить, насколько вот изменения, которые в Армении произойдут, послужат правильным уроком, чтобы не повторять ошибок предыдущих властей. Ну и на окончание. Вы сказали, сегодня прозвучала от вас фраза, что в Молдове очень не хотят, чтобы программа «Инициатива Восточное партнерство» прекратила свое существование. С одной стороны. С другой стороны, вот вы говорите, разочарование у людей этим вот европейским реформами, якобы по европейскому, по демократическим принципам. Так все-таки вот на что надежда? Что программа будет продолжаться, и она все-таки принесет изменения и пользу? Нет, я еще раз вам скажу, что это набор инструментов, и от нас зависит, как мы будем ими пользоваться. Мы можем взять этот инструмент и кинуть его в окно посреди зимы, да? И окно разобьется, и в доме будет просто холод, в доме начнется сырость, дом начнет разваливаться. А можем взять эти инструменты и отремонтировать все у себя и сделать так, чтобы нам жилось в этом доме лучше. И, конечно, в Молдове сейчас надежда на смену элит. То есть на смену элит, на смену поколений, на приход к власти более ответственного правительства, которое действительно бы было озабочено такой базовой категорией для страны, как общий национальный интерес, которая хотела бы проводить эти реформы и которое могло бы это делать. Если такая элита приходит к власти, конечно, наличие такой программы, как Восточное партнерство, будет очень важным компонентом, а оно очень сильно поможет в реформировании страны. Вот примерно так. Спасибо большое. Я нагадаю, что у нас в ефірі був сумісний стрим Єврорадіо є промови. Працював у студії Зміцер Лукашук. А у нас у гостях був директор Міжнародного центру чоловічого розвиття Тиван Погасян і директор Інституту стратегічних ініціатив Владислав Кульмінський. Дякую, слухайте Єврорадіо. У нас сьогодні шмат цікавих ефірів.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.